Волонтеры на предстоящих спортивных играх будут задействованы по 19 направлениям, а также в качестве добровольцев будут работать медики и сопровождающие команд. Но прежде чем стать волонтером, подавшие заявки должны будут пройти обязательные тестирования и собеседования. Сам тест разделен на 4 блока, и его можно пройти дистанционно. После тестирования мы видим в конце, что какой человек подходит на какую роль, мы видим уже статистику, то есть кто хочет на какое направление попасть и так далее. Всего волонтеры будут работать по 19 функциональным направлениям на играх, например, как атташе, то есть сопровождающие делегации, волонтеры спортивного объекта, волонтеры-медики, волонтеры информационной стойки, волонтеры размещения, питания и тому подобное. Главными критериями отбора участников являются их навыки, опыт участия в других мероприятиях и обязательное знание иностранного языка. Наталья Сидорова начала свою волонтерскую деятельность на первом курсе университета и до подачи заявки уже прошла обучение в начале сентября. Волонтер, в общем, должен обладать добрым сердцем, то есть он может полностью отдать себя этому мероприятию, отзывчивость, то есть доброжелательность, трудолюбие и готовность ко всему. По мнению Дениса Томского, представителя Вилюйского района, опыт работы на цехе дал не только определенные навыки, но и стал мотивацией. Я бы хотел работать волонтером службы размещения, а также и сопровождения делегации. Я хочу, чтобы игры «Дети Азии», международные «Дети Азии» прошли на высоком уровне. После тестирования отобранные участники пройдут функциональное обучение по всем направлениям волонтерской деятельности. Начиная с теоретического блока, заканчивая обучением непосредственно на объектах проведения игр, их подготовят к будущей работе, которая начнется с 25 мая и продлится вплоть до окончания спортивных игр. Тимур Калмогоров, Джилустан Иннокентьев, Якутск.